переможемо, іншаллах, обов'язково. І шлях в Крим буде відкритий. 23 лютого депортація чеченців, наших братів та інгушів. Чуть пізніше депортували вже кримських татар. Злочин, який був здійснений проти наших братів азербайджанців. Різня с него одного для нас творений начинается абсолютно все. И им одним завершается для нас творений абсолютно все. Никого из вас его деяния и поступки не введут в рай. Если кому-то открыта дверь риска удела в чем-либо, то пусть держится за это до тех пор, пока эта ситуация не изменится. Сьогодні 24 лютого. Згадайте цей день рік тому. Наприклад, тут в мечеті. Яка тут пробка організувалася? Яка паніка посілася серед людей? Що відбувалося? Які пробки були на проспектах? Як майже через добу орки вже були тут під Києвом. Штурм на Київ почався. Ще раз кажу, це не політика взагалі. Дорогие братья, дорогие верующие, поистине самое великое благо для человека – это вера. Это вера в Него одного. Это ля иляха илляллах. Самая великая милость в этом мире для человека – это понимание, осознание того, что у него есть Создатель, Творец, Даритель, тот, кто даровал ему абсолютно все. Семью, которую он любит, родных и близких, которые рядом с ним, дом, родную землю, воду, которую он пьет, еду, которую он ест, абсолютно все. С него одного для нас творений начинается абсолютно все. И им одним завершается для нас творений абсолютно все. Именно такими словами мы, мусульмане, это особенно актуально сейчас, во время войны, когда гибнут люди, в том числе гибнут наши братья-мусульмане. Именно в этом заключается смысл слов соболезнования в исламе, когда мы говорим, выражаем друг другу эти соболезнования. Что мы говорим? Мы говорим «Инна лиллах ва инна илейхи раджиун». Поистине все мы принадлежим нашему Аллаху, Господу. И все мы к Нему вернемся. Все мы к Нему одному возвращаемся, поскольку Он даритель абсолютно всего. Он даровал эту душу, и Он забрал эту душу. И в этом вся суть мироздания. Я бы так сказал. Поэтому, дорогие братья, дорогие верующие, Альхамду лиллахи аля ни'мати л-ислами валь-иман. Хвала Всевышнему за то, что Он нам одаровал нас, одарил милостью имана, ислама. Даровал нам возможность слышать, внимать тому, что Он нам указал, и Его посланник Аллаха, да благословит Его Аллах и приветствует. А ведь если Аллах не пожелает, чтобы человек был на истинном пути, то никто не сможет наставить его на этот истинный путь. И наоборот, если все иблисы, дьяволы соберутся вместе, чтобы сбить человека с истинного пути, они не смогут этого сделать. Как говорит об этом Аллах во многих аятах, в том числе и в том аяте, в суре Кахф. «Залика мин аятилля», таковы знамения Аллаха. «Ман яхдихилля», того, кого Аллах наставит, «фахуаль мухтад», тот на верном пути. «Ва ман юдлиль», а кого Аллах ведет в заблуждение, то ты не найдешь ему наставителя, покровителя. Также Аллах Субхану в контексте любимого, близкого дяди, который помогал пророку, саллаллаху, Абу Талиба, обращаясь к самому пророку, саллаллаху, что говорит? «Иннака ла тахди ман ахбабт». Поистине, ты, о Мухаммад, не наставишь того, кого ты любишь. «Валякинна Аллаха яхди ман яша». Однако Аллах наставляет того, кого Он желает. «Вахува а'ляму биль мухтадин». И ему лучше знать, Аллах лучше знает, кто следует верному пути, кто следует прямым путем. Это о пророке, о его дяде. Так указывают муфассиры. И при всем этом, дорогие братья,
никто из нас не войдет в рай за счет. Тут очень точная формулировка. За счет или по причине своих поступков, как об этом сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды он сказал: «Лан юдхиля ахадан амалуху джанна». Никого из вас его деяния и поступки не введут в рай. Имеется в виду, за счет, при счете своих поступков он не удостоится рая. Это имеется в виду. «Калю валя анта я расуль Аллах». И они спросили: и даже ты, о посланник Аллаха? Он сказал: даже я. За исключением того, если Аллах покроет меня своей милостью и щедростью. Фасаддиду вакарибу. Старайтесь следовать прямым путем. Вакарибу. Делать все, что от вас возможно. Настолько, насколько возможно. И пусть никто из вас не желает смерти. Ведь либо он будет поступать хорошо, и его благие поступки увеличатся, и, быть может, он совершает зло, а Аллах сделает так, что он покается, раскается. Да, именно так. Никто из людей не может быть лучше пророка. И это ни в коем случае не противоречит другому аяту, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллазина татаваффахумуль малаика таййибина якулуна саламун алейкум удхулюль джанната бима кунтум та'малун», которых ангелы умерщвляют праведниками. Они говорят: мир вам, войдите в рай благодаря тому, что вы совершали. Благодаря. Но попасть в сам рай за счет поступков, один Аллах знает, примет он наши поступки. Насколько мы были искренними. Один Аллах знает, сколько мы совершили злых поступков, сколько у нас было зла и тому подобное. А в раю уже мы будем разниться степенями. И там будет иметь уже значение, кто сколько сделал, после того, как Аллах дарует ему этот рай. Это я к тому, дорогие верующие, к тому, что наставление Всевышнего на верный путь. Открытие сердца человека к вере в него одного. То есть к таухиду, к ля иляха илляллах. А затем следование этому пути. Пути веры, добра, справедливости, борьбы на его пути. За правду и истину. Это, я бы сказал, некое такое таинство, некая такая тайна, секрет. Аллах Субхану ва Тааля дает это тому, кому Он желает. Поэтому, дорогие верующие, если Всевышний нам дарует благо в каком-либо деле, дарует нам успех, баракят, то всегда надо держаться за это. Ценить это, цепляться за это, я бы так сказал. И стараться постоянно делать это. Это причем касается и религии, и дуньи. Это касается как ислама, как соблюдения ислама. Имеется в виду пост, поклонение, намаз, зикр и тому подобное. Это также касается и дуньи, других мирских дел. Таковым было понимание пророка, в первую очередь, праведных предшественников потом, ученых, проповедников после них. Обратите внимание, что говорит пророк. Он говорит: «Ман асаба мин шейин фальяльзамху». Ибн Маджа приводит ля-аки хасанаху, считает этот хадис хасан. Тот, кто заполучил что-либо, имеется в виду преуспел в чем-либо, то пусть держится за это, то есть продолжает делать это. Есть другой хадис, иснад у него даиф, слабый, но смысл у него правильный. Все это в том же контексте, который приводит Нафи. Он говорит о том, что однажды он готовил караван, торговали раньше, караван в Шам готовил. Он готовил обычно караваны в Шам. Но тут решил он его отправить в Египет, Мыср, поменять направление. Когда он торговал с Шама, он зарабатывал много. Но вот он отправил караван в Ирак,
и даже не сохранил свой капитал. Фалям ярджа расмали. Он так упоминает в этом хадисе. Даже капитал не смог вернуть. То есть не смог вернуть то, что вложил. И тогда зашла Аиша к нему. И когда она узнала об этом, она сказала: «Я буней, о сынок, ильзим тиджаратик». Следуй своей торговле той, которую ты вел ранее. Фа инни сами'ту расуль Аллах. Ведь поистине я слышала, как посланник Аллаха сказал: «Ида футиха ли ахадикум рызкун мин баб фальяльзамху». Если кому-то открыта определенная дверь в рызке, в уделе, то пусть следует этому, пусть придерживается этого. Также Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, говорил: «Ман кана лаху рызкун фи шей фальяльзамху». В том же самом контексте практически те же слова. Тот, у кого есть рызк, удел в чем-либо, то пусть придерживается этого. Праведные предшественники, другие также говорили: «Ман бурика лаху фи шейин фальяльзамху». Тому, кому дарован баракят, благодать в каком-либо деле, пусть держится за это. Другой также сказал: «Ида футиха ли ахадикум ризкун мин баб фальяльзамху хатта ятагайяра ау ятанаккар». В том же самом смысле и контексте. Если кому-то открыта дверь ризка, удела в чем-либо, в какой-либо дверь, да, открыта, Аллах дал ему успех в этом, то пусть держится за это до тех пор, пока эта ситуация не изменится. Также Ибрахим ан-Нахи говорил: «Кана юкраху лирраджули ида рузика фи шейнин яргаба анху». То есть праведные предшественники так к этому относились. Если некоторому мужчине человеку давался риск в чем-либо, то было неправильным, чтобы он отвращался от этого, отходил от этого, отказывался от этого. Такова мудрость Аллаха. Еще раз подчеркиваю, это касается как религии, и к этому мы чуть позже придем, так и дуни. Такова мудрость Аллаха. Он распределяет таланты, способности людей, возможности людей так, как Он пожелает. Он открывает людям возможности по-разному. И на это указывает, в принципе, суть следующего аята, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Разве это они распределяют? Ахум яксимуна рахмата раббика. Нахну касамна байнахум маишатахум фил хаяти дунья. Рафа'на ба'дахум фаука ба'дин дараджат». Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням. То есть Всевышний, по сути, Всевышний избирает пророков из посланников. Не так ли? Так. Всевышний дает каждому человеку свой путь к нему. Всевышний точно так же и открывает людям определенные двери благого. Поэтому важно, если человеку дано что-то, он чувствует, что он преуспевает в этом, держаться этого и придерживаться. Потому что в этом есть баракят. И он может упустить этот баракят. Обратите внимание, что сказал посланник Аллаха. Хадис достоверный. Он однажды сказал: «Ман анфака зауджейни фи сабилилля». Тот, кто потратил две пары, или дважды, по-разному можно понимать и трактовать, как это упоминают комментаторы, ученые. Имеется в виду 2 дирхама или 2 динара, или дважды потратил что-либо. Имеется в виду деньги на пути Аллаха. На пути Аллаха в общем имеется в виду. Кто-то сказал именно джихад, в узком смысле этого слова, именно на сражение. Но правильнее Аллаху алям раджах, что это в общем на пути Аллаха. Нудия мин абуабиль джанна, то его позовут в день воскресения, имеется в виду ангелы, с разных врат рая. Я Абдаллах, хада хейр. О, раб Аллаха, это благо. Фаман кана мин ахли ссала. Тот, кто был из тех, кто мин ахли ссала, да? Те, кто любил, тот, кто любил совершать намаз, как можно больше имеется в виду. Каждый мусульманин совершает намаз. Но имеется в виду, что он любил совершать очень много навафиль. Дополнительно намаз. Ахли ссала.
ду'я мин бабу ссала, то его призовут в раю с дверей намаза. Ваман кана мин ахлил джихад, тот, кто был из числа тех, кто воевал на пути Аллаха, сражался на пути Аллаха. Еще раз подчеркиваю, каждый, может быть, такое случится в жизни, придется ему воевать. Имеется в виду, тот, кому дано это, тот, кому дарован успех в этом. Ахлюль джихад, ду'я мин бабиль джихад, то его в раю позовут с дверей джихада. Ваман кана мин ахлис сиям, тот, кто был из числа тех, кто любил поститься, много поститься. Каждый мусульманин постится, как минимум Рамадан месяц, обязан поститься. Но имеется в виду навафиль, дополнительно. У него есть тяга к этому, да? Любовь к этому такая. И Аллах дарует ему это, открывает ему это. То его ду'я мин бабир раян, то его призовут в раю с дверей, которые называются раян. Ваман кана мин ахли садака, тот, кто был из последователей садака, из приверженцев садака, тот, кто любил давать садак, жертвовать на пути Аллаха, давать, поддерживать благие дела. Ду'я мин бабы садака, того призовут в раю с дверей садака, милостыни. И тогда Абу Бакр сказал: «Би аби анта ва умми я расуль Аллах». Я тебя заклинаю, скажи, о посланник Аллаха: «Ма алейя ман ду'я мин тилкал абваб». Тогда он спросил его: а будет ли такой человек, которого призовут со всех дверей в раю? Будет ли такое? И тогда пророк ﷺ сказал: да, на'ам, ва арджу ан такуна минху. Я желаю, или я надеюсь, что ты окажешься, Абу Бакр, среди них. Приводит Бухари и Муслим. Почему? Потому что Абу Бакр этим и отличался. Поэтому Умар пытался его превзойти всегда. Всегда. Абу Бакр этим отличался. Тем, что он и навестит, и в джихаде будет, и пожертвовать на пути Аллаха, и тому подобное. Теперь обратите внимание, что говорит Ибн Абдаль-Бар в толковании к этому хадису. Он говорит: «Инна а'маль аль-бирри ла юфтаху фил аглаби лил инсани аль-вахд фи джами'а». Благочестивые поступки, как правило, не открываются человеку одному все сразу. «Ва анна ман футиха лаху фи шей», если человеку открыто что-либо, хурима гайра, то закрыто другое. Аллах не дает ему в другом успех. Фил аглаб, как правило. Ва аннаху кад туфтаху фи джами'а лил калил. И лишь некоторым людям Аллах может открыть все благие двери. Это очень маленькое количество людей. Однажды имаму Малику написали такое письмо. Абдуллах аль-Умари написал такое письмо, побуждая его к действиям. Потому что имам Малик занимался ученой деятельностью, да? Знаниями и тому подобное. А он его побудил к другой сфере деятельности. Что он ему написал? Побудил. А что имам Малик, рахимахуллах, написал ему ответ? «Инна Аллаха азза ва джаль кассама аль-а'маль». Таково было понимание имама Малика, рахимахуллах. Поистине Аллах, всемогущий он велик, распределил дела, деяния. Кама кассама аль-арзак. Точно подобно тому, как он распределил удел. Фарубба раджулин футиха лаху фиссала. Ведь, быть может, так человеку открыто даруется, баракат имеется в виду, в намазе. Валям юфтах лаху фиссом. Но при этом ему не открыта дверь поста. Да? Не может поститься человек. Хотя при этом Рамадан он обязан поститься. Ва ахар футиха лаху фиссадака. Другому открывается дверь в садака, в милостыне, жертвование на пути. Валям юфтаху лаху фиссиян. Но не открывается дверь в посте, в посту. Ва ахар футиха лаху фил джихад. Другому открывается в джихаде, в сражении, здесь в узком смысле, на пути Аллаха. Валям юфтах лаху фиссала. Но ему не открывается дверь в намазе. Ва нашру аль-илми ва та'алимуху мин афдали а'мали аль-бир. И при этом распространение знаний, обучение людей является лучшими благочестивыми поступками. وَقَدْ رَضِيتُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ لِي فِيهِ. Я доволен тем, что Аллах даровал мне в этом.
«Вама адзунну ма ана фихи бидуни ма анта фихи». Я не думаю, что мое положение хуже твоего. Но здесь можно понять по-другому и наоборот имеется в виду. «Ва арджу ан якуна килана аля хир». Я надеюсь, что мы оба следуем благому. «Ва юхиббу ва яджибу аля кулли вахидин минна ан ярда бима куссима ля». И следует должно каждому из нас довольствовать тем, что Аллах даровал нам. «Вассалям» и мир тебе. Таковым был ответ имама Малика. Таково было понимание праведных предшественников, ученых, проповедников. На самом деле очень много высказываний на этот счет. Вот приводится, что, например, Абдуллаху ибн Мас'уд, рады Аллаху анху, его как-то спросили: «Иннака ля такиллу саум». Абдулла, кто такой? Величайший сподвижник. Всего однажды спросили: ты мало постишься. Это может быть сообщение со слабым иснадом, но тем не менее. Все в этом контексте. Эти все сообщения приводятся, потому что смысл у них правильный. И он сказал: «Иннаху юдаифуни ан кираат аль-Кур'ан». Потому что пост меня ослабляет. Я не могу читать Коран. А он любил читать Коран. Есть даже риваят отдельный от него. Кираат. «Ва кираатул Кур'ан ахаббу илейя минху». А чтение Корана для меня более любимее, нежели пост. Или, допустим, что говорил шейх уль-Ислам, имеется в виду Ибн Таймия. Он говорил: «Вакад якуну л-амалу л-мафдулу афдалу бихасаби хали шахси л-муайян». Может быть так, что не самое с точки зрения религии, да, лучшее деяние, потому что мы знаем общую градацию деяний. То есть есть общие хадисы, где Пророк ﷺ говорил, что лучшее из деяний. Но здесь что имеется в виду? Он говорит, быть может так, что не самое лучшее деяние в этой градации, то есть из благих деяний, может быть лучшим для конкретного человека. Ликаунихи аджизан ан афдаль. И это логично, потому что он не может сделать более лучшее в этой общей градации. Ау ликауни махаббатихи ва рахбатихи ва ихтимамихи ва антифаахи биль мафдули аксар. Или же потому, что у него есть любовь, желание, забота, интифа, то, что он извлекает пользу из этого деяния, которое он любит делать, хотя оно менее лучшее в общей градации. По этой причине. И так далее в этом контексте. Дорогие братья, поистине в день джума есть такой момент, когда Всевышний Аллах отвечает на мольбы за тех, кто молится Ему, тех, кто взывает к Ему. Я молю Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала належить лише одному Аллаху. Лиш в Нього ми віримо, лиш на Нього ми уповаємо. Того, кого Аллах наставить на істинний шлях, ніхто вже не зб'є з цього шляху. Кого Аллах введе з цього шляху, вже ніхто не наставить на істинний шлях. Я свідчу, що ля іляха іллаллах, немає Бога, крім одного Аллаха, і що Мухаммад – раб Його та посланець. Дорогі віруючі, кожен має свій шлях у цьому житті до Бога. У кожного свій шлях до добра, до благочестивих поступків. І це те, про що ми казали в першій частині. Найголовніше – це зв'язок з Ним. Це зв'язок з Аллахом. Це внутрішній спокій, умиротворіння. Те, що Він задоволений нами. А якщо Він задоволений нами, то і ми самі по собі будемо задоволені собою. І люди вокруг нас, біля нас, будуть задоволені нами. Найголовніше – це стабільність, постійність, успіх. А в релігійному понятті це що? Барака. Благодать. У тому, що ми робимо, це особливо розуміти зараз. Усвідомлювати сьогодні, через рік. Через рік. Сьогодні 24 лютого. Після того, як почалася ця дика війна, яку розв'язала Росія. Згадайте цей день. Згадайте цей день рік тому.
яким він був? Тут, наприклад, тут в мечеті, яка тут пробка організувалася, яка паніка посіла серед людей, що відбувалося, які пробки були на проспектах. Як майже через добу орки вже були тут під Києвом. І почалося, штурм на Київ почався. Як вони знищили Ірпінь, Бучу, інші міста в Україні. Але хвала Аллаху, рік пройшов, і ми вистояли. Хвала Аллаху, Україна вистояла. І нічого, ми продовжуємо. І це все в одному контексті. Це не про політику зараз взагалі. Це просто про реальність, про актуальність. Тому що де ми? Хвала Аллаху, ми вистояли. І світ усвідомив, зрозумів, що тут війна йде проти людяності, проти чоловічності. Хвала Аллаху, хай буде пізно, але світ це зрозумів. Так само, як вона і була, ця війна, яку розв'язує Росія, раніше століттями в історії Російської імперії. Після першої окупації 1783 року. Це окупація Криму. Після того, як князь Потомкін, ще раз кажу, це не політика взагалі, це історія. І скільки історій нам наведеться в Корані, Аллах Субхану ва Тааля приводить. У фі заліка ібра, і в цьому уроці. Коли князь Потьомкін вбивав масово мусульман. Це 18 сторіччя. Після цього, у 1936-35 роках, коли вбивали масово кримських татар, уже при Сталіні. Загалом, якщо ми кажемо про цей контекст, взагалі ми, коли пам'ятаємо про лютий місяць, багато подій, пов'язаних з мусульманськими народами, навколо цього, навколо цих трагічних. 23 лютого вбили Номана Челебіджана, першого муфтія мусульман Крима, Польщі, Литви, Білорусі і так далі. 23 лютого депортація чеченців, наших братів та інгушів. Депортація. Чуть пізніше, в 1944 році, депортували вже кримських татар. 26 лютого. Що було? Це злочин, який був здійснений проти наших братів азербайджанців. В Азербайджані. Різня. В долині Ходжали. В ніч з 25 на 26 лютого. Після цього, вже ближче до сучасних днів. 26 лютого 2014 року. Початок окупації Криму. І вже 24 лютого початок 2022 року. Повномасштабного вторгнення. І водночас для росіян, для руського міра 23 лютого це що? Це День захисника. Ще раз кажу, це не політика, це історія. Треба пам'ятати про це. Це спільна біль. І зараз, хвала Аллаху, хай буде пізно, але всей світ розуміє це. І іншаллах, ми, як мусульмани, віримо, що після мрака, після тьми буде світло. Інна ба'даль усрі юср. Поістині, після затруднення приходить облегчення. Треба це пам'ятати, треба боротися, іншаллах, ми переможемо, іншаллах. Обов'язково. І шлях в Крим буде відкритий. Іншаллах. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات